Казанском католическом храме практически нет места. Здесь родные и друзья, и те, кто знал Джузеппе Спарту лично. Пришли и обычные казанцы, благодарные создателю первой в городе пиццерии. В те голодные 90-е годы, у нас в Казани появилось настоящее итальянское мороженое, у нас появилась пицца, у нас появились профитроли, тирамису. Этого никто тогда не знал. Казани он подарил кусочек Италии, сам обрел здесь вторую родину. Уже в 2000-м создал отель, встав у истоков туризма в Татарстане. Он поверил в то, что республика будет очень популярна. Он поверил в то, что сюда будет приезжать очень много туристов. И стал делать очень уютно, очень качественно, очень с высоким сервисом гостиницу. Постоянно был либо на ресепшене, либо с гостями, либо спрашивал, что еще улучшить. Это Джузеппе молодой. На стенах кафе фотографии с гостями со всего мира и первыми лицами республики, которые всегда поддерживали начинания Спарты. Как начиналась эта история, вспоминает его бывшая супруга. Наиля с Джузеппе прожили 20 лет и долго работали вместе. Времена 90-х годов они были совсем другие. Это были очень сложные времена. И, в общем-то, мы все преодолели. То есть сейчас это все работает, функционирует. Персонал, который начинал в 90-х годах, до сих пор с нами. Для коллектива он всегда был душой, ориентиром, учителем. Качество, уникальность и доброта. Вот если этими тремя словами руководствоваться в деле, будет как по сеньору Джузеппе было бы. И мы готовы работать в его курсе. Сеньор Джузеппе в последние годы был не единственным итальянским ресторатором в Казани. Шеф Джустино Канджано не нашел сил говорить на камеру. Он потерял наставника. Все, кто пришел проститься с Джузеппе, запомнили его как первопроходца. Советский Союз распался, были открыты границы, и многие вот такие интересные деловые люди поехали в Россию. Россия по сравнению с Европой была же древняя в вопросах, будем говорить, ресторанов, гостиниц и так далее. Он общался с руководством республики вот ему выделил место, и он создал образ, европейский образ, каким должен быть отель, каким должен быть ресторан. Как говорил сам Джузеппе Спарта, чтобы вкусно готовить, нужно использовать качественные продукты, но прежде всего добавить любовь. Он дарил людям радость, и у него это хорошо получалось. Лина Знатульна, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.